Сегодняшней темой являются поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, которые подписал президент Кыргызстана Садыр Джапаров, и которые касаются запрета на примирение сторон при различных уголовных и административных делах. Это очень важная история, потому что зачастую это касается семейного насилия. Наша беседа актуальна для того, что сегодня будет оглашен приговор в отношении бывшего супруга Асель Нагайбаева, которая пострадала от его рук, и которая лишилась носа и ушей. Я думаю, вы все прекрасно знакомы с этой историей. Обсуждать эту тему, насколько она актуальна, будет применяться отказ от применения сторон у нас в стране, мы обсуждаем с экспертом, с председателем общественного объединения за реформу и результат Гражданского союза, перепутала, Анна Зубенко. Анна, спасибо большое за то, что откликнулись на наше приглашение. Тема очень интересная и очень важная, хотя казалось бы, что поправки такие не очень существенные, но тем не менее. Да? Расскажите, пожалуйста, что подписал президент и как это повлияет на дальнейшем? В целом хотелось бы отметить, что это уже хорошая реакция на то, что происходит в обществе, потому что, как правило, случается резонансный кейс, потом следуют какие-то поправки, и уже хорошо, что проблему видят, проблему признают и думают о ней, какие-то инициативы появляются. Это не единственная инициатива, которая в парламенте была, да, этот законопроект. Есть еще инициативы, но мы пока ждем, какой результат будет. Те изменения, которые были внесены сейчас, они касаются в первую очередь это срок давности. Если раньше он не применялся по таким статьям, как изнасилование и насильственные действия сексуального характера, только если были отягчающие обстоятельства, то сейчас любое изнасилование, любые действия, они не будут применяться срок давности. И залог, еще тоже важный момент, не будет применяться тоже по статьям, которые касаются половой неприкосновенности и свободы. Не будет применяться пробационный надзор, что тоже важно, поскольку мы знаем, да, что, находясь на пробационном надзоре, бывший супруг Асель как раз и совершил преступление, которого могло бы не быть, если бы он находился в изоляции. И, соответственно, все, кто совершает преступления насильственного характера в отношении половой свободы, половой неприкосновенности, они будут отбывать наказание с изоляцией. То есть если раньше это касалось только тех, кто по несовершеннолетним совершал преступление, то сейчас это расширена норма. Ну и примирение сторон то же самое, да. Раньше была формулировка прямо вот по менее тяжким, нетяжким преступлениям, и исключение это часть 1 статьи 154 изнасилования, часть 1 статьи 155 насильственные действия сексуального характера. То есть если не было отягчающих обстоятельств, то примириться можно было. Сейчас эта норма исключена, и мы надеемся, что она будет работать. Давайте разберемся с самого начала. Что такое вообще примирение сторон? Каким образом оно применялось? И многие адвокаты, которые защищали жертв насилия, считали это потрясающей лазейкой, просто огромной дырой в законодательстве, которой пользовались все те, кто обвинялся в насилии. Есть такая формулировка в Уголовном кодексе, это достижение согласия с потерпевшим, да, и это происходит на этапе следствия, на этапе досудебного производства, да, как у нас сейчас стадии проходят. Но на самом деле потерпевший может отказаться и на этапе суда. Да? То есть это так называемое встречное заявление на этапе, когда только дело заводится. Это может быть достижение согласия, когда они обсудили какие-то вопросы, может быть, вопросы даже компенсации, пришли к какому-то соглашению. Либо на этапе суда тоже часто заканчиваются. Да? Но статистики как таковой вот по судам сейчас пока нет в открытом доступе. Есть по тем делам, которые дошли до суда, то есть, почти дошли до суда, так скажем. То есть статистика отправленных в суд и есть статистика завершенных дел. И вот по завершенным делам, которые были закрыты на стадии, когда производство по делу шло, там по изнасилованию порядка 14% дел закрывается по двум основаниям. Либо за отсутствием состава преступления, либо в связи с тем, что они примирились. А правда ли то, что сотрудники правоохранительных органов принуждают всяческими способами жертв насилия писать такие вещи для того, чтобы они не портили статистику, быстрее закрывать дела? Это действительно такие вот кейсы применяются? Есть такие случаи, есть открытое давление, есть просто попытки уговорить, попытки примирить даже на стадии подачи заявления. Да, эта практика абсолютно неприемлема, потому что должностное лицо не имеет права этого делать. Как и, в принципе, любой человек не может иметь право давление оказывать на пострадавшую, это должно быть ее решение. То есть нельзя полностью исключать, что она пойдет на это, но
давления никакого быть не должно. И есть даже статьи в Уголовном кодексе, опять же, да, которые касаются принуждения лжесвидетельствованию, к даче ложных показаний, там предусмотрена ответственность за это для должностных лиц в том числе. Но есть такая практика, и эта практика, наверное, очень сложно искоренима, потому что, ну, вот эта палочная система оценки, как мы ее называем, да, когда показатели предыдущего периода не должны сильно отличаться от показателей текущего периода, она приводит к тому, что, ну, часто не регистрируют вот именно таким способом. Очень часто давление вот на жертву насилия оказывают и родственники, как жертвы самой, так и обвиняемого в насилии, да, то есть и они предлагают написать это заявление, как бы компенсируя финансово или какими-то другими способами. Это тоже можно избежать? Мы надеемся, что эти поправки чуть-чуть снизят градус, скажем так, накала, потому что примирения как такового по изнасилованию, например, и по насильственным действиям не будет. Но в случае, допустим, с несовершеннолетними, там решение принимает же не сам пострадавший, а родственники-опекуны. Но поскольку поправки не касаются семейного насилия, как статьи, да, то есть вот, я не знаю, как по семейному насилию будет, потому что здесь процент примирений даже по тем данным, которые есть за 6 месяцев там, 2023 года, вот прокуратура публикует на сайте, там процент выше, чем по другим преступлениям примирения. И вот мы пока не знаем. Вы озвучили еще одно как бы новое такое интересное определение: семейное насилие, физическое насилие для специалистов, вот для уголовно-процессуального кодекса. Есть разница в этом насилии? Вот для меня в большинстве случаев это одно и то же. Как бы вот я не специалист, то есть я понимаю, что есть физическое насилие, это когда вот произошел какой-то контакт, человек избил, изнасиловал и так далее. Что понимается под семейным насилием, и будет ли это применяться практика? Семейное насилие есть в Уголовном кодексе, это там, где есть более тяжкие последствия для здоровья и в целом, да, для пострадавшего лица. А есть семейное насилие как статья в Кодексе о правонарушениях. Ну, там и санкции мягче, и последствия. И там вот есть определение, что такое насилие. Как бы, оно может быть физическим, психологическим. Но я не видела еще случаев, чтобы по психологическому насилию прям какие-то дела заводили. Да? То есть, и опять же, есть статистика МВД. У них такая формулировка, что зарегистрировано случаев семейного насилия с возбуждением уголовного дела. И там не только непосредственно по этой статье. То есть там семейное насилие, там тоже входит и физическое воздействие, и сексуальное в том числе насилие, которое в браке происходит. Но они дополнительно возбуждают уголовные дела, регистрируют это как у себя в системе как семейное насилие. И вот в 2023 году произошло 35 убийств на фоне семейного насилия. 92 изнасилования было зарегистрировано, что тоже удивительно, потому что раньше такие дела вообще не регистрировались. То есть сексуальное насилие в браке или сексуальное насилие со стороны бывшего партнера или в таких обстоятельствах, оно просто не воспринималось даже как преступление. Вот сейчас такая статистика есть, и нам сложно судить вообще о том, какая ситуация, потому что это очень закрытая статистика. Но по физическому насилию, потому что это ощутимо, это побои, это раны какие-то, это они быстрее доказывают и быстрее как бы все процессы происходят. По психологическому насилию, по сексуальному насилию, по экономическому насилию, когда тоже на пострадавшую там оказывается давление, ее ограничивают в ресурсах, ее ограничивают, например, получение образования или работы. Такие дела вообще практически не находятся в производстве. А почему МВД и другие правоохранительные органы пытаются закрывать статистику, не быть публичными в этих отчетах? Не могу точно сказать почему, потому что МВД на самом деле по семейному насилию публикует данные. Пускай не так, как это предусмотрено согласно концепции открытых данных, да, которые у нас есть. Они должны публиковать их в машиночитаемом формате, там, в Excel или других форматах. Но они это делают по семейному насилию. А все остальное у нас, вся остальная статистика практически она находится в ведении Генеральной прокуратуры. Они владеют этой базой данных. И вот здесь сложности, они публикуют диаграммы на сайтах, красивые очень диаграммы, но абсолютно неинформативные, там, и данные старые. Да? Вот сейчас есть данные только за 9 месяцев 2023 года, как бы, а уже пора какие-то публиковать. Да. Годовые, да?
Я не знаю, насколько это возможно вообще открыть эти данные, потому что нет в этом ничего секретного, да, и общество должно знать, какая ситуация с преступностью, в том числе для организации, как наша, да, анализировать ситуацию с насилием в отношении женщин сложно, потому что, нет данных. Пока только по запросу, и то не всегда мы эту данные получаем. На запросы они отвечают. Да, ищите на сайте Генеральной прокуратуры. Еще у меня такой вопрос. Мы обсуждаем самые различные виды преступлений, и вот вы говорите, что есть менее тяжкие, есть тяжкие. Что относится к тяжким, что к менее тяжким? То есть с точки зрения законодательства. То есть для меня как бы любое избиение это является совершенно неприемлемым, и неважно, это будет пощечина, либо это избиение такого до синевы, да, грубо говоря. То есть это насилие. Да. Почему идет такая градация? Вообще тяжесть преступления определяется санкцией максимальной, которая за него предусмотрена. Тяжкими считаются преступления, за которые назначают наказание в виде лишения свободы на срок более 5 лет, но не более 10 лет. То есть свыше 10 лет там уже особо тяжкие, а, соответственно, меньше 5 лет это менее тяжкие. Есть еще небольшой тяжести преступления, там может быть не связано наказание с ограничением свободы. А тяжесть самого преступления еще же определяется по тому, какой вред был нанесен. И здесь как раз разделение семейного насилия, например, в Уголовном кодексе и в Кодексе о правонарушениях, оно как раз связано с вредом, который был причинен. Менее тяжкие, тяжкие, там, в зависимости от того, сколько дней потом состояние здоровья, да, приходило в норму. Такое деление. Мы коснулись о том, что родственники и, возможно, правоохранительные органы влияют на жертв насилия, писать заявление об отказе от претензий и примирением сторон. Какие факторы влияют на то, что жертва соглашается на такое решение? Соглашалась, надеюсь. Да, мы тоже надеемся, что это все-таки исправит ситуацию. Страх в первую очередь, да, потому что преступления такого характера, да, половые преступления, они у нас вообще табуированная тема. Это давление не только родственников и общества еще, да, потому что выносить это все тяжело для самой женщины. Виновата. И сотрудники милиции то же самое, да, делают, когда говорят, ты же сама, то есть много факторов. Жертвы, да, это такой victim blaming, мой термин любимый, который означает, что ее постоянно виноватят в том, что произошло с ней, хотя на самом деле вины и нет. И там очень много факторов, иногда по изнасилованиям или по похищениям с целью вступления в брак, там вопрос решается и деньгами, да, то есть бывают такие случаи, у нас в практике, правда, такого не было, но мы об этом слышали от других экспертов, что да, там вопрос денежной компенсации решает. Но именно оказание морального давления, это, мне кажется, самая такая распространенная причина, потому что не каждая может выдержать, уже оказавшись пострадавшей от преступления, да, в позиции жертвы, еще и выдержать то давление, которое на нее оказывают. Поправки когда будут приниматься уже в действие? По идее, после подписания указа 10 дней должно пройти, поэтому они уже должны внести, да, все эти поправки. Если жертву будут пытаться заставить написать заявление об отказе от претензии, будет ли это приниматься или скажут уже нет, все? Как это будет происходить? Проблема в том, что применяться в реальной жизни? Пока сложно сказать, потому что мы видели уже ситуации, когда даже самые обоснованные поправки, да, когда вносились изменения в Кодекс в 2017 году, да, они вроде бы очень такие прогрессивные, позитивные, но они в реальности сработали совсем по-другому. Да, и плюс это нужно будет сотрудников обучать дополнительно, чтобы они знали, как применять эту норму, что сейчас уже никаким образом нельзя будет примириться по таким статьям, да, и прокуратура должна контрольные функции, свои надзорные функции выполнять и смотреть, насколько законно происходит все в рамках следствия. Да? То есть Но мы, кстати, в рамках этого же проекта закона была еще одна рекомендация очень важная. Мы хотели, помимо лжесвидетельствования и принуждения к даче ложных показаний, потому что это немножко другое, ввести такую формулировку принуждения к примирению. Именно по примирению, когда родственники ее или его, неважно, да, там оказывают давление, пытаются сделать так, чтобы она написала заявление. Эта статья, к сожалению, не прошла в финальную редакцию, но на первом этапе она там появилась, да, и было очень такое... То есть это уже какой-то маленький шажок успеха. Да, и если бы эта статья появилась, мне кажется, как раз вопрос о давлении, оказании давления мог бы быть решен. Потому что это важно с точки зрения даже того кейса, который сейчас по Осель
первое дело об изнасиловании, которое она подавала заявление, было завершено как раз по примирению сторон. Да, и если бы, возможно, он все-таки понес наказание, ну, кто знает, да, как произошло бы. Поэтому мы хотели бы эту идею дальше продвигать, и надеюсь, что в рамках тех инициатив, которые сейчас в парламенте есть, это получится. Но процесс, конечно, чуть более закрытый сейчас, но надеемся, что все-таки поправки будут приняты. Еще одной важной вещью, да, мы в самом начале говорили об этом, что отменен срок давности. Что дает это? Возможность человеку доказать, что в отношении него было совершено насилие там, и 5, и 10, и 20, и даже 30 лет назад. Будут ли браться правоохранительные органы за такие случаи? Оно им надо? У меня тоже очень большой вопрос, потому что, безусловно, сроки давности по несовершеннолетним, но они, в принципе, и так довольно большие были, и в некоторых случаях не применялись. Да? То есть, когда человек, маленький человек еще в беспомощном состоянии, или зависит от родителей, опекунов там, или сотрудников того учреждения, где он находится, не может сообщить, да, в силу возраста. Вот здесь это важно очень. Да? Что касается совершеннолетних, у меня лично очень большой вопрос, потому что я не совсем понимаю, как будет проходить процедура доказывания спустя какое-то время. Да? То есть если даже сейчас, даже по несовершеннолетним, спустя год, когда выявляют факт, допустим, насильственных действий, уже вопрос, как доказывать. Да? И то может помочь психолого-психиатрическая экспертиза и так далее. В случае, если в общем говорить, вот очень большой вопрос. Но есть такая очень классная практика за рубежом, в Германии, насколько я знаю, точно она применяется. Это когда, ну, в силу каких-то причин пострадавшая, например, от насилия, от сексуального насилия, она не может или не хочет, или ну, в силу каких-то обстоятельств не идет за обращением в полицию, она всегда может обратиться в медицинское учреждение, все зафиксируется, все материалы нужные соберутся, и без сообщения в полицию они будут храниться в базе у этого медицинского учреждения. Что это дает? То есть, когда женщина морально будет готова, или как часто же повторные случаи происходят, или повторно случится то же самое, у нее будут доказательства, что это уже происходило ранее. Но как это организовать в наших условиях, пока сложно, но мы эту идею тоже хотели бы продвигать. То, что именно вопрос доказывания, да, то есть сбора доказательств, как доказать факт, который произошел несколько лет назад, это очень сложно для самих правоохранителей и для пострадавшей тоже. Да, как бы. А наши судебно-медицинские психологические эксперты готовы? Они как бы поддерживают такую идею? То есть они как отнеслись к этому? Вообще что работа будет откладываться так под сукно, потом мы на стадии выйдет, проработки этой идеи. Ну, то есть они готовы обсуждать такую историю? Я пока точно не могу сказать, потому что уже сейчас сложно с судебно-медицинской экспертизой, да, и качество страдает, то есть там очень колоссальную работу нужно провести, чтобы всю эту систему выровнять и сделать так, чтобы она хорошо работала. А в целом эта идея, она уже, по-моему, даже в недрах парламента витает, да, и мы надеемся, что все-таки это как-то будет оформлено, как-то будет принято. Есть просто момент, что при обращении в медицинские учреждения, допустим, по фактам семейного насилия, по идее сотрудник должен сообщить о том, что вот раны как бы, или там повреждения, они, скорее всего, говорят о насильственном, да, каком-то преступлении, да, насильственный характер носят. Но здесь тоже не всегда эта норма соблюдается, и все-таки в некоторых случаях за женщиной должно быть право сообщать или не сообщать, да, то есть потому что есть риски для жизни в каких-то моментах, там угрозы, может быть, кому-то из близких и так далее. То есть все эти моменты, они очень... Их сложно сразу продумать, и мы вот сейчас как раз над этой идеей работаем, и я думаю, что в ближайшее время мы прям подробные механизмы предложим, как это реализовать. Вот суммарно эти поправки изменили законодательство достаточно сильно, да? То есть сколько нам еще работать над законодательством, чтобы оно было не идеальным, но максимально приближенным к такой цели, и чтобы действительно насилие, если у нас полностью не исчезло, но стало его значительно меньше. Ну, здесь даже вопрос... Такие вот мечты, да, мои. Да, это тоже очень важный вопрос, на самом деле, потому что вопрос не столько в нормах, сколько в неотвратимости наказания. Да. То есть мы можем совершенствовать закон сколько угодно, но если правоприменительная практика будет хромать, если неотвратимости не будет, то есть это будет продолжаться. И
я думаю, что как минимум еще несколько норм нужно будет внести, вот особенно по принуждению к примирению, особенно по преследованию, да, которое сейчас оно как-то очень размыто в рамках хулиганства. То есть опять прописано. то, что происходило с Асель. Да, потому ее что преследовал, кейс... несмотря на свой пробационный надзор, несмотря на у нее был охранный ордер, несмотря на все эти условия, он продолжал это делать. Даже находясь уже... Да, даже находясь там, уже да, за решеткой, он звонил ей. Вообще это, мне кажется, конечно, страшно даже так говорить, но кейс Асель, он обнажил, по-моему, самые основные системные проблемы. Да? То есть это настолько там много было всего нарушено, настолько много всего было сделано не вовремя, что вот к такому печальному результату привело. И поэтому важно анализировать каждый такой случай, важно смотреть статистику, да, опять же, которая в открытом доступе не всегда находится, чтобы понимать, какие тенденции, да, где улучшать, где не улучшать, где нужно будет ужесточать, а где нужно будет просто практику, да, какую-то правоприменительную подкачать, так скажем, сотрудников обучить. То есть как сработала милиция, как сработала прокуратура в рамках своих надзорных функций, как суды принимают решения. То есть это очень такой большой пласт работы, и тут не один год, мне кажется, на это уйдет. Вот неотвратимость наказания — это вот такой бич очень многих направлений в наказании. То есть все мне юристы очень говорят: неотвратимость наказания, необходимо, чтобы это было всегда. Почему это необходимо? Что такое вообще неотвратимость наказания для лиц, нарушивших закон? Ну, что он в любом случае понесет наказание Неважно, за то, что он совершил. Рано или поздно это Рано произойдет. или поздно, потому что сроки давности, если вот сейчас как раз отменены по таким статьям, как изнасилование, насильственные действия, да, то есть и вот, кстати, то, что пробационного надзора не будет, это тоже очень важная мера, это тоже как раз вот шаг к этой неотвратимости, что ты в любом случае будешь отбывать наказание с изоляцией от общества, да, то есть ты не будешь находиться на таком вот мягком режиме, так скажем. Но пробационные надзоры начали применяться в рамках гуманизации законодательств, которое 5-6 лет назад да, было применено. То есть и всегда говорили, это будет хорошо. Но по факту оказывается, что не очень. А нужно ли гуманизацию законодательства проводить? Но я думаю, что нужно сейчас еще раз посмотреть, какие статьи будут попадать, какие не будут попадать, да, и опять же анализ нужен, потому что, по менее тяжким, небольшой тяжести, в принципе, пробационный надзор может быть применен с условием, что там будет проводиться реальная работа по коррекции поведения. Да? А по тяжким вообще не должно быть такого надзора. Да? И как раз-таки по половым преступлениям, раньше, если он был, сейчас его нет, это тоже очень хорошо, потому что невозможно, мне кажется, человеку осознать тяжесть содеянного, если он, в принципе, точно так же, как и система у нас так работает, что не всегда, да, он находится прям под реальным надзором, а это просто как бы чистая формальность. И, возможно, я не могу точно сказать, но, возможно, это тоже была раньше коррупционная, да, какая-то такая вот лазеечка, да, потому что, кому хочется отбывать наказание, если можно на пробацию выйти, да, и как бы вопрос сложный, и в целом эта идея хорошая в плане даже нагрузки, да, на государство, да, потому что не всех нужно сажать, но объективно, да, но вот по таким преступлениям, особенно связанных с насилием в отношении женщин, учитывая, какая у нас сейчас ситуация, это не должно применяться. Я думаю, это правильно, что так сделали. Давайте вот перед тем, как мы завершим, с женщиной произошло страшное, произошло в отношении насилия. Куда ей в первую очередь обращаться? И вот расскажите, пожалуйста, вот такой вот ориентир для ее дальнейших действий. Протокол, какой он должен быть? В первую очередь это милиция. Понятно, что не все хотят, не все могут, но это единственный вариант для того, чтобы было зафиксировано и чтобы заявление было оформлено. Это может быть и кризисный центр, потому что кризисные центры тоже часто консультируют и помогают. Да. Есть система государственной бесплатной помощи, да, ГГЮ, она так называется, гарантированная государством юридическая помощь. Да, и можно обратиться даже к сотрудникам местного самоуправления, к социальным работникам, то есть к любому лицу, которому она доверяет, которому она может рассказать, если она не может пойти в милицию, например. Да. Но я все-таки призываю всех женщин, которые с этим сталкиваются, не молчать, сразу идти в милицию, требовать, чтобы заявление было принято, требовать, чтобы начались процессуальные действия. И если вдруг
что-то не так, то всегда можно обратиться к какую-то неправительственную организацию, которая оказывает юридическую помощь, либо к омбудсмену, да, потому что это тоже такой важный очень институт, который обеспечивает гарантии прав человека. Ну и в целом просто не скрывать это, а говорить об этом, потому что общество должно знать, что это происходит. То есть нельзя эту тему закрывать. Понятно. Спасибо. Я надеюсь, что ваши рекомендации никому не пригодятся. Все будет хорошо, и насилие в нашей стране станет меньше, да и во всем мире тоже. Спасибо большое за такую интересную Вам беседу. спасибо. Я напомню, что в гостях у нас была Анна Зубенко, это сопредседатель общественного объединения «Гражданский союз за реформу результата». Обсуждали мы поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, которые приняты президентом и касаются отмены примирения сторон в некоторых видах преступления. Со своей стороны я прощаюсь. Подписывайтесь на нас в наших социальных сетях. Мы есть везде. Читайте свежие новости. Мы все самое интересное публикуем на сайте, а также в тех же самых социальных сетях. И помните, что «Кактус Медиа» любит вас.